Ну что, товарищи, долго к этому шли? Поздравляю вас, товарищ Калинин. Ага, подпись вижу. Янукидзе тоже все сделал. Итак, автономной татарской советской социалистической республике быть! Ура! Овации все потом. Авель Сафронович, позаботьтесь о том, чтобы декрет был опубликован. Так, солнечным днем 27 мая 1920 года началась история ТАССР. Главный документ – декрет. В одном из кабинетов Московского Кремля подписали председатель Совета наркомов Ленин, руководитель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Калинин и секретарь ВЦИКа Янукидзе. Нигде оно не опубликовано, нигде этого нет, но на самом деле, конечно, были присутствующие со стороны республики. Были эти люди, это Сахибгалей Саидгалиев и Султан Галиев. Подтверждающих документов нет, возможно, потому, что позже Саидгалиев был репрессирован, а Султангалиева расстреляли. Оба реабилитированы посмертно. Через 30 лет знаменательный момент художественно отразили Харис Якупов и Лутфулла Фатахов на картине «Жители ТАССР в момент подписания декрета об образовании республики». Напротив, Владимир Ленин, Михаил Калинин и Иосиф Сталин, который в 1920-м подпись хоть и не оставил, но сыграл значимую роль как народный комиссар по делам национальностей. Присутствовал при подписании Сталин или нет, доподлинно неизвестно. Точно ясно, что о декрете в тот же день узнали еще во вчерашней Казанской губернии, 27 мая ставшей автономной республикой. Дальше шел месяц подготовки передачи власти Временному революционному комитету. Торжественную дату назначили к Сабантую. Главное, не всем понятно было, что за Временный революционный комитет, они понимали, революция, большая часть народа революции, значит, очередной чрезвычайный комитет. Надо было объяснить народу. Шла подготовительная работа. Потому что надо было передать документы. После передачи как раз к этому времени приурочено было празднование Сабантуя. Все это, потому что почему 25 июня мы все это делаем. 25 июня в 8 утра Казань разбудил пушечный выстрел. Так жителей созывали на субботник по случаю образования Советской Республики. Хотя на дворе была и пятница. В этот же день на Юнусовской площади закладывают памятник Мулла Нуру Вахитову. Уже в час дня на Театральной площади идет парад войск Казанского гарнизона. Кульминация вечером в Красноармейском дворце, где Иосиф Ходоровский объявляет: с сего часа власть принадлежит Ревкому Тат Республики. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.